коллеги, сегодня на ваши вопросы отвечает экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойто. Эдуард Джебевич, здравствуйте. Здравствуйте. Один из поводов для нашей встречи – это ваше недавнее заявление на съезде осетинского народа. Вы тогда сказали, что фактически против вхождения Южной Осетии в состав России, и это вызвало такой широкий общественный резонанс. Вот как вы можете прокомментировать это заявление? Что... Спасибо. Прежде всего хотел вас всех поприветствовать, сказать вам огромное спасибо. Многих из вас знаю давно и хочу еще раз поблагодарить за все, что вы делали во время августовских событий 2008 года. Именно благодаря вам и вашим коллегам нам удалось тогда прорвать эту информационную блокаду. Второе. С учетом того, что мое заявление было сделано на форуме осетинского народа, на 8-м съезде Высшего Совета Осетин Старнахас, хочу сказать, что каждый из нас должен сделать очень серьезные выводы, и те решения, которые были приняты на этом съезде, они обязательно должны быть реализованы. Что касается моего заявления, я просто хочу, и поводом для того, почему я согласился на такую форму общения, на пресс-конференцию, на интервью, знаете, я просто хочу задать этим людям один вопрос, которые устроили эту истерию. Они что, против государственности Южной Осетии? Тогда они пускай публично выйдут и скажут перед всем осетинским народом, что все наши мучения, все испытания, которые выпали на долю юго-осетинского народа, та кровь, которую заплатил юго-осетинский народ за свою независимость, за свою государственность, были напрасными. Пускай эти люди выйдут и скажут прямо. Как шакалы шептаться на разных интернет-сайтах и обвинять человека, который с самого начала посвятил себя тому, чтобы бороться за интересы своего народа. Вы знаете, когда я боролся за объединение Юга и Севера Осетии, многие из этих людей даже думать об этом боялись. Мы сегодня такие смелые стали, что даже посмели себе исказить мои высказывания, потому что они сегодня не совпадают с отдельными, я бы сказал, популистическими взглядами людей, которые поставили себе только одну цель – добиться какого-то особого положения в юго-осетинском обществе. Я хочу сказать, что когда мы боролись за объединение Юга и Севера Осетии, когда я лично, возглавляя Цхинвальский горком комсомола, вместе с покойным Аликом Тедеевым, который возглавлял Владикавказский горком комсомола, мы провели первый на тот период, обратите внимание, это начало 90-х годов, первый совместный пленум Цхинвальской и Владикавказских горкомов комсомола, после чего стал серьезным объектом для изучения представителей КГБ Республики, тогда Юго-Осетинской автономной области. Эти люди тогда даже об этом думать боялись. Со мной перестали здороваться многие партийные руководители Южной Осетии. Они меня же начали сторониться. Они мне начали говорить: Эдуард, ну зачем тебе это надо? Вот зачем ты повез людей, и вы в Владикавказе организовали вот в этот пленум? Потому что по уставу нельзя было. Тем более очень болезненно, на это, мягко говоря, болезненно очень высказалась и грузинская ЦК, и, конечно, руководство Грузии. Но мы уже тогда для себя решили, что будем делать все для того, чтобы объединить Юг и Север Осетии. Далее хочу сказать, что все наши усилия, которые мы реализовали в течение всего этого времени, были направлены на объединение Юга и Севера Осетии. Хочу также отметить и роль Владикавказского горкома, и Алика Тедеева, и, безусловно, хочу сказать и вспомнить выдающегося человека Сергея Тоболова, который был одним из старших, который первый нас поддержал в этом деле. И, конечно, сегодня о таких людях нужно говорить. Сегодня то же время, когда нам нужно реально действовать, не заниматься популизмом, тем более, знаете как, я очень думал, что воспитал определенное поколение политических деятелей, молодых людей, которые готовы, как политики, реализоваться, которым я всегда внушал, что нужно сохранить свою самостоятельность, а не быть ведомым. Но если, к сожалению, человек не отличает политика от политолога, ну, знаете как, тут уже говорить особо
ни о чем. И еще раз хочу сказать, что то, что я говорил, я всегда буду подтверждать это. И я не тот человек, который как флюгер меняется сегодня на политическая платформа, завтра другая политическая платформа. Моя политическая платформа – это объединенный народ Осетии, это моя родная Осетия, это моя родная любимая вера православная. И в то же время я буду всячески поддерживать своих братьев осетин, которые исповедуют ислам. И никому не дам такой возможности, чтобы кто-то использовал это в наших отношениях между нами, осетинами. Правильно абсолютно было сказано Таймураз Замбеговичем Мамсуровым по поводу того, что мы один народ, и сегодня делить друг друга на иронцев, дегорцев, пударцев, чесанцев и так далее, это крайне неправильно и непродуктивно, и может, в принципе, в дальнейшем мешать именно объединению. Всем, кто сегодня попытался обвинить меня в том, что якобы я сделал такие резкие заявления по поводу того, что я против объединения Юга и Севера Осетии, хочу заявить, что объединять Осетию нужно реально, конкретными делами, а не популизмом. Кто-то обещал объединить Осетию уже в сентябре месяце. Почему-то Осетия до сих пор не объединена. И знаете, получается так. Я очень искренне сейчас хочу говорить, и пускай мои слова никого как бы не обижают, и я знаю, что будет опять реакция. Этой реакции абсолютно не боюсь, потому что вижу как бы проигрышность той позиции тех моих оппонентов во всех отношениях. А сегодня получается так, исходя из наших осетинских традиций, когда девушка на выдане хочет выйти замуж, вроде бы есть жених, и девушка народила свадебную форму и встала в углу и кричит: я выхожу замуж, а жених еще сватов даже не прислал. Вот получается то же самое, когда Осетию хотят выдать замуж, а жених-то еще не сказал да или нет. Вот что получается, тем более сегодня обманывать народ и кричать о том, что нужно проводить референдумы. Зачем мы должны, если человек занимается серьезной политикой, зачем этот человек должен ставить, или политическая сила, должны ставить под сомнение 2 референдума, которые проводились на территории Республики Южная Осетия? Вспомните давайте, какой ценой мы проводили эти референдумы. Народ Осетии однозначно проголосовал за это. И когда я на всех уровнях говорил о том, что 2 руками за вхождение Южной Осетии в состав Российской Федерации, объединение Северной Осетии, когда я одним из первых говорил, и первым моим девизом было то, даже на этом пленуме об этом говорил, что мы готовы войти в состав Северной Осетии на правах района. И сегодня у кого-то язык поворачивается обвинять Эдуарда Кукойта в том, что он против объединения Юга и Севера Осетии. Второе, то, что первый раз я сказал об этом, но вынужден был уже об этом говорить, потому что неоднократные мои пожелания, просьбы многим моим коллегам, хочу обратить ваше внимание, что к Анатолию Ильичу Бибилову, председателю парламента Республики Южная Осетия, отношусь с огромным уважением, как к воину, как к защитнику Отечества. Я ему просто желаю очень больших успехов, но самое главное, чтобы он был более самостоятельным в своей политике. А так я думаю, что у него будут успехи, и я ему только буду искренне рад. Но сегодня, когда мы говорим об этой проблеме, и почему я первый раз об этом сказал, ведь есть обвинения, очень серьезные обвинения, когда первый раз прозвучали эта идея, старая новая идея об объединении Юга и Севера Осетии, выступил глава Северной Осетии. Очень корректно, очень доходчиво, объясняя всем, что это неизбежно, объединение Юга и Севера Осетии это неизбежно. Об этом также говорил и действующий президент Республики Южная Осетия Леонид Харитонович Тибилов. Тоже заявляет об этом. И вдруг слышу и читаю на многих сайтах обвинения в адрес Мамсурова, в адрес Тибилова, что они боятся за свои кресла, что они против объединения Юга и Севера Осетии. Я так думаю, сегодня ни у кого язык не повернется обвинить Эдуарда Кукойта, что он боится за свое кресло. Потому что я абсолютно свободный человек, и на меня определенное, нет определенного давления, и не ограничен какими-то политическими, должностными параметрами, что есть, допустим, по отношению к Таймуразу Замбеговичу Мамсурову и к Леониду Харитоновичу Тибилову. Но оба они высказались за объединение. И я так думаю, что и у меня
тогда действующего президента, и у Таймураза Замбеговича Мамсурова было намного больше поводов встречаться с первыми лицами великого государства, которое называется Российская Федерация. И эти вопросы мы обсуждали. Я впервые довел до всего астинского народа, чтобы все поняли и делали выводы. Но, к большому сожалению, кое-кто не в состоянии и делать выводы, и думать. Потому что считает так, что вот это мое мнение, и оно абсолютно правильно. То есть не хочет считаться с теми реалиями и обстоятельствами, которые есть. Когда сразу же после признания у меня была встреча с Валдайским клубом, и где я тоже на радостях, определенная эйфория была, потому что моя мечта, цель моей жизни – это государственная независимость Южной Осетии, стремление к объединению Юга и Севера Осетии, она была достигнута. И, конечно, если человек добивается цели своей жизни, то определенное бывает состояние, которое называется эйфория. И когда под этой эйфорией я заявляю представителям Валдайского клуба о том, что мы готовы пожертвовать своей независимостью в пользу вхождения в состав Российской Федерации и объединения моего малочисленного народа на юге и на севере, и войти в состав Северной Осетии. Ведь это же было использовано сразу же, и были обвинения в адрес России, что Россия поспешила признавать Южную Осетию. В чем того, что сегодня президент Южной Осетии заявил о том, что они готовы отказаться от независимости и вхождения в состав Российской Федерации. Так зачем же тогда признавать Южную Осетию? В тот же вечер у меня была встреча тогда представителем правительства Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который в первую очередь поблагодарил народ Южной Осетии, защитников Южной Осетии за мужество и за стойкость, который мне впервые сказал о том, что, Эдуард Джаведович, мне докладывали многие наши военные о том, что с учетом того потенциала, который есть сегодня у Грузии, с учетом той поддержки, которая есть у Грузии со стороны стран НАТО, Южная Осетия может выдержать максимум 4 часа. Вы вместе с вашими ребятами, ваш народ держался целые сутки. И вы еще раз доказали, что вы являетесь очень стойким, мужественным народом. Поэтому, пользуясь случаем, хочу через вас передать слова благодарности всем жителям Южной Осетии, всем защитникам Республики Южная Осетия. И второй вопрос, который он поднял, он говорит, всегда с уважением относимся к вашим заявлениям. Но, Эдуард Джаведович, я вас попрошу, с учетом того, что мы признали Республику Южная Осетия, мы подписали договор, межгосударственный договор. Подписывается сейчас ряд соглашений, и на очереди более 68 соглашений, межведомственных соглашений. Поэтому я вас очень прошу учесть, что этот вопрос о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации на повестке дня не стоит. Мы признали вас как независимое государство и выстраиваем с вами современные, цивилизованные межгосударственные отношения. Вот это мнение руководителя, представителя правительства Российской Федерации, мнение лидера всего русского мира Владимира Владимировича Путина. А когда ему задают вопрос о вхождении Южной Осетии публично, вопрос о вхождении Южной Осетии в состав России, он ответил, что это решать народу Южной Осетии. Он же не скажет, ну, поймите его положение, состояние, когда столько людей. То, что он может сказать один на один руководителю, то, что он сказал мне, то, что он сказал, значит, Таймуразу Замбеговичу, то, что об этом говорил и Дмитрий Анатольевич Медведев. Вспомните, пожалуйста, его заявление, что нам чужие земли не нужны. И мы выстраиваем с Южной Осетией нормальные межгосударственные отношения. Так вот, мой ответ, точнее вопрос к людям, которые сегодня устроили эту истерию после моего выступления на съезде. Вы против государственной независимости Южной Осетии? Ответьте, пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Добрый день, Эдуард Джаведович. Альбина Алисаева, газета «Слово». Такой вопрос в продолжение вашего ответа хотела бы задать. То есть я правильно поняла, то, о чем вы говорили на съезде астинского народа, это вы как бы выполнили рекомендации Владимира Путина? Рекомендации не говорить о том, чтобы Южная Осетия вошла в состав России. Это первое.
Второе, то, что вы сказали по поводу Бибилова, тоже интересно. Вы считаете, он не доказал свою самостоятельность, набрав, по-моему, 60%, да, голосов на выборах в парламент? Это учитывая, ну, в принципе, я считаю, провальную кампанию 2011 года. В принципе, выйти из аутсайдеров, по-моему, такое мало кому удавалось на моей памяти. Вот. А, собственно, вопрос такой. Вы были, ну, это вот продолжение вашего ответа, вы были таким известным политиком, очень цитируемым политиком, всегда ваши цитаты было интересно на информагентство давать, они всегда воспринимались, всегда печатались. А сейчас 3 года, в принципе, вы в безвестности. Как это быть после такой популярности, остаться вот в такой ситуации? И вот сегодняшнюю пресс-конференцию можно рассматривать как какой-то шаг возвращения в большую политику, может быть, популярности? Спасибо. Спасибо большое. Я начну с 3-го вашего вопроса. Из политики, активной политики я никуда не уходил. То, что я сделал такое заявление, то, что как бы начну опять действовать активно, многие это расценили как возвращение в политику. Я из политики никуда не уходил. Это раз. И та как бы радость, с одной стороны, людей, а с другой стороны, паническая дрожь, которая чувствуется в определенных политических силах. То, что Эдуард Кокойто активно сейчас опять займется политикой, знаете, это мне понятно. Я еще раз говорю, что то, что я сделал, я еще раз доказал, что все свои обещания 2001 года я выполнил. И я не боролся за это кресло, поверьте мне. События ноября 2011 года – это не внутренний кризис Южной Осетии. Это очень такая ответственная тема, где каждый осетин, каждый житель Южной Осетии должен ощущать определенную грань. Это настолько тонко, как волосок, тема, которая может вытащить Южную Осетию и наши юго-российские отношения. Но об этом я попозже, пожалуйста. Что касается Анатолия Ильича, я еще раз говорю, ему нужно быть более самостоятельным. Вы абсолютно правильно сказали, когда в 2011 году, это был не провал Анатолия Ильича, еще раз хочу сказать, это был провал тех людей, которые взялись пиарить Анатолия Ильича Бибилова, которому я тогда тоже советовал: Анатолий Ильич, тебе с огромным уважением относятся в народе Южной Осетии. Я его как бы представлял как своего преемника, несмотря на то, что ему его же пиарщики и те, которые начали его вести, внушили, что он должен быть таким как бы самостоятельным, в кавычках. И когда он начал отказываться от всего того, что было раньше, вот это была причина его проигрыша. Если бы Анатолий Ильич повел себя более самостоятельно и опирался бы на свои силы и на народ Южной Осетии, он бы добился победы в 2011 году тоже. Я тоже сегодня хочу первый раз сказать. И это очень важно. Я хочу, чтобы каждый осетин, особенно кто пытается заниматься политикой, особенно в средствах массовой информации, не передергивать. Потому что нам отношения с Великой Россией – это святое для каждого из нас. И к этому святому нужно относиться очень тонко, очень бережно. Потому что эти отношения могут испортить и разорвать вот эту тонкую нить чиновники, что с российской стороны, что с юго-осетинской стороны. И то, что я практически 3 года молчал, это не означает, что я был согласен со всем, что происходило. Я дал возможность, во-первых, действующему президенту, который сегодня действует очень эффективно и удается консолидировать юго-осетинское общество, который практически продолжает тот же курс на укрепление наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Но в данном случае я бы хотел сегодня уже пояснить некоторые детали. Потому что многим российским чиновникам, у которых было поручение от руководства Российской Федерации принять самое активное участие и реализовать государственную программу Российской Федерации по восстановлению Республики Южная Осетия. Люди, которые провалили
поручение президента Российской Федерации почему-то в своих докладах везде и всюду писали о том, что провалили это по вине Южной Осетии. И непосредственно Эдуарда Джабеевича Кукуйте. Хочу до вас довести, кто был председателем правительства Республики Южная Осетия. Кто был первым заместителем председателя правительства Республики Южная Осетия. Кто был министром финансов Республики Южная Осетия. Кто был министром экономики Республики Южная Осетия. И это все было не просто так. Это было мое огромное доверие к Российской Федерации. Я думал, что эти люди будут реализовывать поручения Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Владимировича Путина. К большому сожалению, эти люди с этой задачей не справились. И в тот момент, если бы мы начали выяснять, по какой причине сегодня улицы города Цхинвал остались в таком состоянии, а весь мир смотрел на Южную Осетию, потому что Южная Осетия это стала на определенный период, да и вообще как форпост Российской Федерации, определенной международной витриной для России. И если бы с юго-осетинской стороны прозвучали такие обвинения на тот период, как бы получилось, скажите, пожалуйста. И когда я говорю о том, что готов взять на себя функции грамотвода, лишь бы сегодня выйти из такого положения, то есть российским чиновникам, которым я очень сильно доверился, дал возможность исправить ситуацию. Они взяли передо мной определенные обязательства, но, к большому сожалению, они их не выполнили. И когда я сегодня говорю, еще раз хочу обратить ваше внимание, чтобы завтра какие-то крикуны опять-таки не использовали мои слова, что Эдуард Джабеевич вчера был против объединения Юга и Севера Осетии, сегодня он выступает против России. Упаси Боже, я выступаю и обращаюсь ко всем, чтобы все подошли бережно к нашим российско-юго-осетинским отношениям, потому что для нас это очень святое. И когда некоторые уже с нашей стороны тоже начинают как-то неадекватно отвечать, неадекватно реагировать. Даже в данном случае хочу сказать, прокричали, давайте объединяться с Российской Федерацией. В России очень много политических сил. Не зря говорил за молодых политологов, которые только закончили свои высшие учебные заведения, с учетом того, что тема Южной Осетии очень востребована, начали уже раскручивать себя на этой теме. Потому что раскрученная тема, востребованная. И нужно как-то себя проявить. Начинают говорить об объединении Юга и Севера Осетии. То есть они не знают, через что прошел наш народ. Они не знают, что было в 2020 году, как образовалась Юго-Осетинская автономная республика, как образовалась Северо-Осетинская автономная область в самом начале, а потом уже их поменяли. Южная Осетия стала автономной областью в составе Грузии, а Северная Осетия в составе Российской Федерации. Они не знают того, что на момент образования Южной Осетии, Северной Осетии, в советское время, в 1921 году, на территории Южной Осетии и на территории Северной Осетии проживало равное количество осетин. По итогам последней переписи на территории в советское время, на территории Северной Осетии проживало почти в 8 раз больше осетин, чем на юге Осетии. Мы почему-то очень быстро обо всем забываем. Мы почему-то пытаемся быть всегда добрыми, и нужно быть добрыми, да, конечно, но я на съезде об этом тоже говорил. Я осуждаю тех своих братьев и сестер, которые сегодня проводят какие-то акции, типа там народная дипломатия и так далее. Неужели мы, осетины, такие слабовольные, или же нас нужно постоянно бить, и когда нас бьют, мы объединяемся, когда нас перестают бить, начинаем чуть ли не восхвалять тех, кто нас били. Уничтожали мой народ, моих братьев и сестер в Грузии. На территории Грузии проживало 4 или 5 раз практически больше осетин, чем в Южной Осетии. И когда их изгоняли, когда над ними издевались, когда всячески пытались их уничтожить, это был геноцид осетинского народа. И сегодня Грузия, не признав этого геноцида, не признав ответственности за то, что они совершали с нашим народом, кажется, у нас начинаются такие какие-то непонятные движения, бегают каждый день в Грузию, едут в грузинские курорты. Пожалуйста, Крым открылся, Сочи открыт. Езжайте в Крым, отдыхайте там. Любителям играть в грузинских казино и засаживать там по сотни тысяч долларов за сутки. Это я чьи-то деньги не хочу считать, но если это осетинный патриот, пускай едет в Крым, пускай хотя бы здесь каким-то детям помогут. Или здесь, или на юге Осетии. Ездят туда на лечение и так далее, приезжают, здесь восхваляют Грузию. Слушайте, определенная национальная гордость должна быть у людей.
И вот, к большому сожалению, у многих вот этой гордости нет. Для них доллар, для них хорошие грузинские песни превыше национальной гордости и будущего своего народа. Я так думаю, я ответил на ваш вопрос? Нет? Пожалуйста. По поводу парламента и Бибилова, по поводу, я так и не слышала. Ну, по поводу парламента и Бибилова, я вам вроде бы насчет Бибилова ответил. И то, что... 2011 году? По 2011 году я вам сказал, что это не внутренний кризис был, это был привнесенный кризис. И хочу сказать, еще раз вы настаиваете, я просто хочу сказать, что те же люди, которые ввели Бибилова и провалили, кстати, подставили Анатолия Ильича в данном случае, и потом пишут во всех своих докладах, что, оказывается, они провалили выборы из-за Эдуарда Кокойты, которого они также просили не вмешиваться в предвыборную кампанию, что они сами все сделают. Ну и когда, как говорится, провалили все, бегом опять к Эдуарду Джабеевичу Кокойте и кричали: Эдуард Джабеевич, помогите, пожалуйста, видите, выборы пошли не в ту степь. А когда я вам говорил, что нужно учитывать менталитет народа Южной Осетии и хорошего, порядочного человека, защитника Отечества, Бибилова, не надо подставлять так. Но, к большому сожалению, сам Анатолий Ильич это тоже не понял и в своих же там выступлениях обвинял Эдуарда Джабеевича в том, что он проиграл. Вот недавние парламентские выборы, это вы считаете успехом? Я бы, знаете как, чуть-чуть сделал вывод. Я, конечно, желаю успеха всем, кто выиграл эти выборы, но давайте обратим внимание на явку, которая в Южной Осетии, на столь низкую явку, которой в Южной Осетии никогда не было. Вот над чем нужно сегодня думать. Потому что, понимаете, сейчас эти выборы тоже иногда превращаются в фарс. Я гостинские выборы как бы в целом не трогаю, но если так брать, то эти выборы иногда превращаются практически в фарс. И мнение народа иногда уже больше кого-то не интересует. Нужно делать выводы о том, почему сегодня на этих выборах была столь низкая явка. Вот над чем нужно думать. А дальше, если люди и политические силы взяли на себя лидерство, то мы должны им всячески помогать и, как говорится, не мешать им реализовывать свою программу. Я, кстати, вы очень хорошо меня сейчас подвели к вопросу, чтобы завтра, послезавтра эти силы не обвинили опять Эдуарда Кокойта, они же привыкли это делать, что из-за того, что они не объединили юг и север Осетии, потому что Кокойта помешал им своим заявлением. Хочу обратить ваше внимание, запомните мои слова, чтобы завтра опять меня в этом никто не обвинил. Пожалуйста. Здравствуйте, Эдуард Андреевич. Милана Тадеева, портал 15 регион. Вот вы говорите о своей политической активности, о том, что из политики не уходили, а в будущем планируете снова баллотироваться в президенты? Ну, спасибо за вопрос, потому что этот вопрос тоже очень часто слышу. Знаете, если я говорю, что я не хожу из политики и буду заниматься активной политической деятельностью, это не означает, что я обязательно должен бороться за президентское кресло. Как многие сразу же об этом начали говорить, поймите меня правильно, если человек любит свою родину, да, и может помочь своей родине, и стремится это сделать, помочь своему народу, это же не обязательно из-за какого-то президентского кресла. Почему-то все видят, вот, Эдуард Джабеевич, вы активно включились, значит, это ваша предвыборная борьба. Нет, давайте мы, и в данном случае я хочу со своей новой командой, хочу подчеркнуть особо, что у меня сейчас новая команда. Единицы из старой команды, единицы из старой команды, и ни одного из этих одиозных людей, я прекрасно знаю, кто в моем окружении как себя вел, рядом со мной не будет. Рядом со мной будет молодая, очень перспективная команда. И мы будем доказывать то, что мы боремся не за какие-то должностные кресла, там, портфели и так далее, а мы будем делать все для того, чтобы помогать нашему народу. И то, что меня подталкивает к этому, я перейду дальше, потому что это взаимосвязано, то, что меня также не устраивает позиция отдельных политических сил Российской Федерации. Потому что, мои дорогие, очень много прогрузинских сил в Российской Федерации. Если кому-то кажется и делает такие заявления о том, что и без Эдуарда Кокойта, и без Сергея Васильевича Багапши я нас признала, дорогие мои, вы очень сильно и глубоко заблуждаетесь.
Потому что там были такие силы, которые пытались сделать все для того, чтобы дискредитировать и меня, и Сергея Васильевича, и нашей республики, и борьбу наших народов за свою независимость. Эти силы, они не исчезли. Они также находятся в Российской Федерации. Они сегодня также проводят активную борьбу, и вы думаете, события ноября 2011 года проходили без их участия? Ошибаетесь. Посмотрим, давайте, сделаем определенные выводы. Сколько грузин сегодня проживает в Российской Федерации? Сколько грузин в советское время занимало руководящие должности в аппаратах ЦК, министерствах и так далее? Посмотреть шоу-бизнес. Сплошь и рядом одни грузины, которые везде и всюду пиарят. У них есть свои связи, они обросли серьезными связями. Конечно, они свою Грузию любят больше, чем Осетию, чем Россию. Их заявление давайте тоже послушаем. Хоть один из них осудил Саакашвили, когда они в августе 2008 года напали на Южную Осетию. Единицы. Хоть один из них публично извинился перед осетинским народом, перед русским народом, перед Россией, которые грузинские политики типа Украшвили и так далее оскорбляли. Хоть один из них извинился перед Великой Россией? Нет. На демарш Вахтанга Кикабидзе, пожалуйста, когда он отказался от российского ордена. И эти прогрузинские силы, плюс к ним еще прозападные силы, которые сидят в Москве. Давайте не будем сбрасывать и события в братской Украине, когда православный братский нам народ терзают сегодня. Когда к власти туда пришли сектанты, националисты, которые попирают итоги той великой победы, которую в 1945 году одержали наши предки, которые уже Бандеру ставят выше, чем наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны и всех героев. И я хочу сказать, что в данном случае давайте выйдем чуть-чуть за рамки Осетии, но давайте будем думать о Великой России, которую мы все с вами обязаны. И чтобы такого, как на Украине, не повторилось у нас в Осетии, не повторилось в России. Я знаю, Владимир Владимирович очень сильный человек. Владимир Владимирович, он действительно лидер всего русского мира. Но сегодня все усилия направлены на то, чтобы бороться с Путиным. Не удастся им победить Путина, потому что Путин сильный лидер. Потому что русский мир, он обязан стать вторым полюсом в многополярном мире. И вот над этим сегодня нужно нам серьезно задуматься. Серьезно делать выводы, когда Соединенные Штаты не скрывают то, что на революцию и раздрай в Украине или на Украине они потратили 5 миллиардов, а на Россию сегодня бросают 50 миллиардов долларов. Может кто-то это пропустить мимо своих ушей? И почему меня это так насторожило? Потому что я разговаривал с одним из сотрудников, не с рядовым сотрудником администрации президента, и заявляю о том, что нам нужно сегодня действовать очень решительно и доводить до наших масс определенную нашу идеологическую работу, определенную информационную работу. Когда человек говорит, что сегодня все попытки, мы же видим, все попытки направлены против России, против Владимира Владимировича Путина, как лидера русского мира. И когда человек говорит: Эдуард Джаведович, этим занимается другое управление, знаете, как вот что-то некомфортно мне стало на душе. И я знаю, что сегодня наш прямой эфир с вами смотрят мои друзья в Москве. Это те молодежные силы, патриотические силы, студенческие профсоюзы Российской Федерации. Я к ним, во-первых, хочу им передать огромный привет и в то же время сказать, что мы начинаем действовать и на юге Осетии, и на севере Осетии, и по всей России в поддержке нашего лидера русского мира Владимира Владимировича Путина. Эльза Бутаева, газета «Рождена». Мой вопрос вот в такой плоскости. Мне кажется, любой человек, который знает про историю независимости Южной Осетии, понимает, что наконец-то в 21 веке этот народ добился такой мечты, к которой он стремился. Но мне кажется, что все-таки для любого нормального человека, живущего сегодня на юге и на севере, важно, чтобы в Южной Осетии люди себя чувствовали комфортно, чтобы у них были все условия для жизни, для нормальной. То есть они, вот из-за этого они сражались, вы это лучше меня знаете. Не кажется ли вам, что вот эти все силы,
Это же все позитивные силы. То, что хотите вы, то, что хочет и о чем и чем сейчас занимается власть Южной Осетии и российская власть, это же все созидание. И может быть важнее сегодня вопрос, что как-то призвать всех своих соотечественников. Помните, когда Александр Сергеевич в свою бытность, он еще так сказал: давайте мы будем вот создавать какие-то группы, они будут приезжать в Южную Осетию и все это восстанавливать. Но нельзя свою родину любить откуда-то, издалека. Мафыштаджита фыш, манамарасаут, манафта. Куамаса шраженгард канат, мафта живат. Мана бажары, нури бынта, нури шифта, макабилата чивайкана. Удон марасут, но махушари риштон, юфандак шлакшканан, дон хаталта, банганан, дон бавазан, мафта дартар. Ведь для народа вот эти все какие-то, ну как сказать, такие материи. Зачем нам воссоединяться, когда мы и так воссоединены? Вы больше не задали вопрос, как сами ответили на много и призвали. Я хочу поддержать ваш призыв. Буквально вчера я разговаривал с Таймурат Замбеговичем Мамсуровым, который точно так же сегодня говорит о том, что, Эдуард, нам же с тобой нужно, и с Леонидом Харитоновичем, делать все для того, чтобы люди вернулись в Южную Осетию. И вот эти призывы, эти все лозунги, да, объединения и так далее, нужно реализовать практическую плоскость. В свое время я, помимо того, что был президентом Южной Осетии, был и президентом Федерации бокса. Я объединил две федерации. Федерацию бокса Южной и Северной Осетии. Что нам мешает сегодня объединить? Союз писателей, союз художников. Все наши союзы, их нужно объединять. Художники, писатели уже объединились. Потому что я к ним обращался еще давно в Южной Осетии. Тоже попросил то же самое сделать. И, безусловно, нужно наполнить это реальным содержанием. И то, что Южная Осетия есть независимое государство, тоже очередной пример принесу. И в плане поддержки самой же России. Вот недавно Леонид Харитонович сделал очень мужественный шаг, признав Донецкую и Луганскую область как независимое государство. Донецкую и Луганскую республики. Южная Осетия, если была в составе Российской Федерации и не имела бы статус государственности, могла бы признать Донецкий и Луганский? Не могла бы. То есть в данном случае мы можем оказывать полностью содействие руководству Российской Федерации. И я полностью поддерживаю ваш призыв и тоже хочу обратиться ко всем братьям и сестрам, особенно выходцам из Грузии. Пожалуйста, в Южной Осетии очень много территорий, очень много пустующих территорий. Пожалуйста, возвращайтесь. Мы в свое время даже создавали для жителей Ленингорского района, я даже издал специальный указ, чтобы аннулировать все государственные акты на оккупированной грузинской территории, которые были подписаны после 1989 года по 2008 год, чтобы дать возможность всем остинам, которые проживали в Ленингорском районе, юридически вернуть себе все свои домовладения. И вы абсолютно правы, не надо любить Осетию откуда-то издалека, тем более разрывать на себе рубаху тем людям, которые 20-25 лет тому назад бросили Южную Осетию на произвол судьбы, которые меня даже тогда еще называли чуть ли не авантюристом, что никогда Россия не признает Южную Осетию, что этого никогда не будет. А сейчас, когда Россия признала Южную Осетию, Южная Осетия стала независимым государством, вдруг полюбили Южную Осетию, все там быстро прибежали в Южную Осетию и с криками «Бахурта-Бахурта» хотели строить государство. Однако кричать «Бахурта-Бахурта» и строить государство – это две разные вещи. Залина Татраева, телекомпания «Мир». Эдуард Жабеевич, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, в принципе, всем понятно, да, что политика, она неразрывно связана с экономикой. На что Южная Осетия делает ставку экономическую? Это раз. И как Южная Осетия в будущем намерена выстраивать свои взаимоотношения с Грузией? Для моего канала это очень актуальный вопрос. Знаете, начну со второго вопроса. Безусловно, мы, осетины, и лично я так себе представляю, мы были бы, наверное, самыми счастливыми, если бы действительно Россия и Грузия помирились. Если бы в Грузии взял дух именно миротворцев, взял дух православия вверх и покаяния за то, что Грузия совершила по отношению к своим братьям православным, и к осетинам, и абхазам.
за то, что Грузия так неблагодарно отнеслась к той великой, огромной помощи, которую Грузия оказывала Российской Федерации. И если Россия и Грузия найдут те отношения, если Грузия перешагнет через свою такую гордыню и признает те огромные ошибки, которые они совершили, и Россия и Грузия восстановят те добрососедские, дружеские, я бы сказал, братские отношения, мы были бы, наверное, рады. Но не в ущерб Осетии, как это было. Открыты. А? Вы открыты к диалогу с ними? Я давно это делал, я всегда приглашал их, и даже те силы, которые приезжали, я же создал Лигу матерей погибших, и с одной и с другой стороны. И мы очень эффективно, кстати, работали, пока с грузинской стороны Саакашвили и его ястребы войны не стали забрасывать гранатами и угрожать тем бедным женщинам, которые потеряли своих детей, и, в принципе, под угрозу уже ставили оставшихся членов семьи вот этих людей. То есть мы открыты к диалогу, но для этого Грузия должна сделать серьезные шаги не только в сторону Южной Осетии, не только в сторону Абхазии, в первую очередь в сторону России. Я еще раз говорю, мы будем, наверное, самыми счастливыми, но не в ущерб нашим отношениям. Мы через это уже проходили. Когда грузинские князья, воспользуясь тем, что российский наместник, мы же все прекрасно помним, что Единая Осетия намного раньше вошла в состав Российской империи. И когда российский наместник, который оказался в Грузии, под влиянием грузинских князей, начали забирать землю у остинских общин и организовывать карательные отряды, то есть пострадал опять остинский народ. И в данном случае я не хочу, чтобы мы с вами наступали на те же грабли. И поэтому государственная независимость Южной Осетии, этот статус, дает нам больше возможностей сохранить себя в этих отношениях. Мы будем бороться за эти отношения, мы будем бороться за позиции, в первую очередь, Российской Федерации, потому что мы обязаны это делать. Я чуть-чуть отхожу от ваших слов, я тоже хочу, чтобы через канал ваш канал тоже меня услышали. Я обращаюсь к каждому человеку, каждому гражданину, кто себя считает причастным к русскому миру, себя считает не патриотом России на словах, а на деле. Мы на деле, лично я это на деле не раз это доказывал, и хочу обратиться ко всем остальным, что Россию нужно любить не лозунгами, не простыми словами, а конкретными действиями. И в данном случае, когда Соединенные Штаты со своими сателлитами, как свора шакалов, набросились на Россию, пытаются запугать Россию, мы должны тут проявить свою гордость, мужество и не дать возможность им как-то повлиять на те процессы и то, что сегодня делается в Российской Федерации, как Россия набирает силы. Ведь сегодня попытки организовать санкции против России – это не что иное, как боязнь того же Обамы, других европейских лидеров, боязнь Путина как лидера. И не зря вот недавно в последних рейтингах Путин занял первое место. Это боязнь всех их вместе взятых. Лидера русского мира Владимира Владимировича Путина. Даже всемиром они не могут его в чем-то склонить, когда это касается России и всего русского мира. Путин продолжает те великие исторические традиции российские, когда Россия всегда была справедливым, мощным и сильным государством, сильной державой. И Путин не хочет там играть в какие-то игры, которые полезны и нужны сегодня Соединенным Штатам. Ведь все эти санкции направлены против того. В этом они расписываются просто в своей боязни перед Путиным, перед набирающим обороты, в том числе экономическом отношении, России. Ведь эти санкции не против просто Путина, против российских чиновников и окружения Владимира Владимировича Путина. Мне просто было недавно очень смешно, что даже по отношению к лошадям Рамзана Кадырова ввели какие-то санкции. Это уже хохма, это просто принимает совсем другие обороты. И, безусловно, это, конечно, смешно. А нам с вами нужно действительно сплотиться и бороться за то, чтобы укрепить позиции всего русского мира. Тогда и стабильность будет у нас, и тогда успехи будут. Что касается экономического развития Южной Осетии, то, безусловно, это непростой вопрос. Кому-то кажется, вот, нам там помогут. Знаете как? Вот сегодня, кроме Булоева, Таймураза Казбековича, кто из осетин реально вложил какие-то инвестиции в Южную Осетию? Кроме Таймураза Дзамбековича Мамсура взял на себя инициативу построить одну из улиц, улицу Мамсура в Скинвале. Татаунов Александр помогал. Вот спасибо ему огромное, помогает. Очень активно в этом отношении работает Хацаев Олег. Но давайте мы сейчас реально подумаем, на чем мы должны основывать экономику Южной Осетии.
Мы должны, безусловно, сделать очень серьезные выводы и не просто так восстанавливать эту экономику в том положении, в котором находилась и находится Южная Осетия. Ведь Южную Осетию, всю инфраструктуру разрушили не за 5 дней, разрушали планомерно, даже в советское время. Я же выше приводил примеры, сколько проживал осетин и какие геноциды мы прошли, через какие геноциды мы прошли. В том числе это был не только такой чистый классический геноцид, это был и культурный геноцид, это был и в экономической сфере геноцид. Поэтому сейчас нам нужно продумать всю экономическую составляющую и опираться на свои собственные силы. Я так думаю, будет правильным, если мы определенно сосредоточим силы на таких технологиях, современных технологиях, инновационных технологиях. Это раз. Второе, сельское хозяйство. Потому что на сегодняшний день Южная Осетия в год завозит приблизительно на 7 миллиардов продуктов из Российской Федерации. Это те продукты, которые можно производить у нас и в Южной Осетии тоже. С учетом тех санкций, которые Запад ввел по отношению к Российской Федерации, я так думаю, мы тоже должны сделать оттуда и подчеркнуть что-то полезное в этом отношении. Экономику нужно развивать, но одними голыми словами, а тут нужен серьезный проект. Мы неоднократно это принимали. Я хочу в данном случае отметить ту позитивную роль, которую играл в свое время Верещагин Сергей Викторович, который от Министерства регионального развития отвечал за восстановление Южной Осетии. То есть тогда была составлена такая нормальная, хорошая программа экономического развития Южной Осетии. Это, безусловно, нужно еще использовать совместные предприятия. Но самое главное, продумать такие производства, которые бы не занимали определенных больших территорий, но были эффективны в своей реализации. Дорогие коллеги, Эдуард Джабевич, Тенгиз Добызов, газета «Вестник Осетии». Эдуарда Джабевича, дорогие коллеги, недавно был юбилей, 50-летие. Мы искренне его поздравляем от вас. И вот такой вопрос. Мы сегодня много говорили, Эдуард Джабевич, очень хорошие такие аналитические вещи сказал насчет двух Осетий, объединения двух Осетий. Это, конечно, вековая мечта осетинского народа. Но пока там есть таможни между Южной Осетией и Северной Осетией, по-моему, рано говорить об этом. И как вы думаете, Эдуард Джабевич, о переносе этой таможни на Иргнетскую, эту село Иргнет? Тенгиз, дорогой, было бы, во-первых, спасибо за ваши пожелания. И было бы так, как хочет Эдуард Джабевич, то и Трусовское, и Гудское ущелье, Худаком, давно, и Казбекское ущелье давно были бы в составе Единой Осетии, если было бы так, как хочет Эдуард Джабевич, а не только эта таможня. Что касается этой таможни, безусловно, вопросы Трусовского ущелья, Казбекского района нужно ставить, и ставить везде, на всех уровнях. Это не означает, что мы хотим объявить опять кому-то войну, чтобы меня опять не обвинили в этом, но мы должны использовать все дипломатические методы для того, чтобы создать все условия по или мирному переводу этих территорий обратно историческим владельцам, то есть осетинам, потому что там многие осетинские села сегодня превратились в полигоны для отработки определенных действий грузинских подразделений, которые отрабатывают свои действия, военные действия в горных условиях. Ну и, конечно же, те святые, куда приходили наши предки и молились, мы должны все делать так, чтобы они не были осквернены. Что касается в данном случае таможни, то эти вопросы, они, честно говоря, уже давно прорабатываются. Я знаю, что недавно и Народная партия Республики Южная Осетия, она также поставила вопрос и обратилась к руководству Российской Федерации, в том числе и Суркову, обратились с этой просьбой и руководству Республики Южная Осетия о том, чтобы сделать максимально прозрачным проезд через эту таможню или вообще практически уже на территории Южной Осетии практически созданы вся инфраструктура. Если российские пограничники, которым низкий поклон, и
огромное спасибо за все, что они сделали, начиная с 2008 года, когда они организовали переход границы во время грузинской агрессии, когда они сразу же после признания Республики Южная Осетия выставили своих пограничников, и в этом огромная заслуга и Лисинского Николая Павловича, и, конечно, руководства Российской Федерации, которые дали поручение, а он как уже непосредственный исполнитель, они четко сработали. Я так думаю, и таможенники могут также, в принципе, уже с учетом того, что на территории Южной Осетии есть тесные контакты таможенной службы Российской Федерации, таможенной службы Республики Южная Осетия, перенести эту таможенный пост к границам Грузии. Я так думаю, что это вполне реально и возможно. И еще, пользуясь случаем, я просто тоже также хотел обратить внимание, что также из контекста моего выступления на съезде Остинского народа были выхвачены определенные слова, когда я говорил о том, что убийство 2 муфтиев на территории Северной Осетии – это преступление против всего остинского народа. Многие мои слова начали, выхватывая из контекста, начали использовать по того, что Эдуард Кокойте начал критиковать действующего министра внутренних дел Северной Осетии Ахмедханова Артура Фарзиновича, к которому я отношусь с огромным уважением. Это был мой ответ Максиму Шевченко, а не Артуру Фарзиновичу, который я очень сильно уважаю и считаю, что он один из сильнейших министров внутренних дел Республики Северная Осетия, наравне с Зантиевым Казбеком, наравне с Кантемировым, Алексеевым. Я считаю, что он специалист с высокой буквы. И то, что сегодня удается сохранять стабильность здесь, на территории Северной Осетии, это большая заслуга Таймурата Замбеговича Мансурова, и в том числе и министра внутренних дел, и тех структур, которые здесь работают. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, и Следственный комитет, и прокуратуру, и таможенную службу, и, конечно же, МВД за все, что они делали и оказывали помощь и поддержку Южной Осетии. И то, что сегодня стабильность здесь, на территории Северной Осетии. Но в данном случае еще раз хочу сказать, что убийство 2 муфтиев – это, безусловно, вопрос очень принципиальный. И когда мой друг, я его до сих пор считаю другом, но ему бы не мешало, я думаю, он будет смотреть сегодняшний эфир, не мешало бы как-то извиниться перед народом Южной Осетии. Я обращаюсь к Максиму Шевченко, к которому и в Южной Осетии относятся с огромными симпатиями, когда он делает заявление о том, что убийство 2 муфтиев следы ведут почему-то в Южную Осетию. Это абсолютно необъективно, неправильно. Я так думаю, Максим тоже делает серьезные выводы и впредь не будет допускать таких высказываний в адрес народа Южной Осетии, который к нему с уважением относится. Эдуард Юрьевич, спасибо вам за ответы, такие интересные. Коллеги, спасибо вам за вопросы, спасибо за работу. Всего доброго. До встречи. Спасибо вам всем. Мира, благополучия вам, вашим семьям и нашей Осетии, единой Осетии процветания.